В третьей столичной школе более 800 учащихся. Как и положено, на входе в учреждение измеряют температуру и обрабатывают руки антисептиком. По словам директора школы Майи Пагава, февраль прошел спокойно. Среди учащихся и педагогов не было ни одного случая заболевания COVID-19. Но начиная с середины марта заболел один ребенок. Спустя некоторое время второй. 8 А и 8 Б на самоизоляции. Остальные дети чувствуют себя хорошо. Классные руководители общаются с родителями, спрашивают каждый раз, задают вопросы, как дети себя чувствуют. И вот мы ждем, что в понедельник в этих классах продолжится учеба. У нас, к сожалению, заболела педагог начальных классов. И уже она вернется к занятиям. Новый график учебы и деление на смены позволяют сократить количество учащихся в классах. Сами дети признаются, что не хотят вновь переходить на дистанционное обучение. Мы ходим не 7 дней, а 3 дня. И нас разделили по группам. То есть первая группа и вторая группа. Первая смена и вторая смена. А сколько детей в твоей семье? 15. Расскажи, как вы соблюдаете санитарно-эпидемиологические нормы? Мы носим маски, антисептики носим всегда, салфетки влажные, класс всегда убираем, проветриваем. Стараемся соблюдать дистанцию, но не всегда получается. Вообще, привыкли вы уже к такому режиму? Да, нам ничего больше не остается. Стараемся, чтобы успешно закончить школу. Делаем все для этого. Как ты считаешь, так лучше, чем дома? Вот вы сидели так? В школе все равно общение с живыми людьми приятнее. Несколько недель назад и в другой столичной школе, в 5-й, были выявлены двое бессимптомно болеющих учеников. В первом случае мама ребенка собиралась на плановую операцию, поэтому всей семье провели тестирование. И у ребенка тест оказался положительным. В другом случае заболели родители, и у ребенка также подтвердился диагноз. Оба класса, в которых учились дети, были отправлены на самоизоляцию и уже успели вернуться на учебу. 2 недели, еще 4 дня получилось. Пока они там были, техперсонал помогли, и родители помогли, все продезинфицировали. Ну, настолько, насколько это было возможно. У нас антисептики и эти все средства у нас были, управлением образования было выделено. Мы каждый определенный промежуток времени нам доставляются, и родители нам тоже помогают. В 4-й столичной школе на данный момент эпидемиологическая обстановка спокойная. Коронавирусом ученики и педагоги болели только в период строгого карантина, когда школа была закрыта. Во время карантина, вот с сентября 25 учителей у нас болело, 25, более 25 болели. Дети не ходили, поэтому мы их не отправили на карантин. С 15 февраля разрешена деятельность детских садов и начальной школы. С 22 февраля к учебному процессу подключились средние и старшие классы. Сегодня столичные школы работают по графику, разработанному Управлением образования города совместно со специалистами и методистами. Щадящим режимом, скользящим графиком мы, конечно, выполняем все нормы по программе. Если есть какие-то отставания, естественно, учитель связывается с учеником по онлайну. И у нас, получается, есть еще дистанционные тоже уроки для закрепления. На сегодняшний день, конечно, нагрузку большую несут педагоги. Не могу не отметить, действительно очень сложно работать 2 смены. Если норма педагога по санитарным нормам, ставка это 18 часов, младшего звена, старшая 15 часов, то наши педагоги отрабатывают до 40 часов. Что касается сегодняшней ситуации, то можно отметить, что в принципе, неплохая ситуация по городу Сухум в наших школах и в дошкольных учреждениях. В процентном соотношении болеют где-то 2%. Что касается других школ республики, то наиболее сложная ситуация сегодня в Бамборской средней школе. С 5 апреля ее частично закрыли на карантин в связи с тем, что здесь заболели несколько учащихся и педагогов. В данное время ученики с 5 по 11 классы и учителя находятся на 2-недельной самоизоляции. Данное решение было принято с Гудаута, согласовано с Министерством просвещения и главой администрации с целью недопущения заболеваний
Хочу обратиться к родителям, что данная ситуация не вызывает беспокойства, что учащиеся переведены на дистанционное обучение. Сегодня учебный процесс во всех школах контролируется. Мы осуществляем мониторинг ежедневного посещения детьми, но, безусловно, имеет место заболевание, это ОРВИ. Но хочу обратиться, пользуясь случаем, ко всем родителям, чтобы не вызывало беспокойства, ситуация контролируемая. В целом, ситуацию по образовательным учреждениям республики специалисты характеризуют как стабильную, при условии соблюдения всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм. В целом, соответственно, у нас ситуация стабильная, но претензии есть к школам, которые, например, неправильно установили флуороциркуляторы. Вот мы в сельских школах увидели. Надо их закреплять на стены, не на пол, не в коридорах, а именно в классах, где много, соответственно, детей там находятся единовременно. Второе нарушение, что может быть не везде у кранов есть мыло или антисептики, за этим тоже надо строго следить, чтобы у детей была возможность помыть руки. Министр просвещения и языковой политики вновь призвал всех директоров и начальников отделов образования республики держать процесс под строгим контролем. Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.